Независимость — это та великая мечта, которой живет как каждый башкирский националист в частности, так и весь народ в целом. Именно обретение собственного независимого государства является окончательной целью борьбы для любого националиста. Если в иерархии ценностей башкирского националиста на первом месте стоит башкирский народ, то без независимости, рано или поздно, башкирский народ все равно исчезнет. Поэтому хоть и независимости пока у нас нет, но это то, что является для нас главной целью. Да, пока есть сам народ, пока есть его численность, он еще имеет определенный запас прочности, но это не навсегда. Рано или поздно, если мы не обретем независимость, русская имперская политика ассимиляции, глобализация и манкуртизация сделают свое дело, и башкирский народ перестанет существовать как уникальный, самодостаточный этнос. Уже сейчас башкирский народ совершенно не тот народ, что был 100 лет назад. Десятилетия советской, а затем российской власти изменили нас во многом в худшую сторону. Производилась отрицательная селекция. Лучшие люди уничтожались, их репрессировали, запугивали, затыкали рты. Другие вынуждены были покинуть родину. Наверх, в начальники и руководители, вылазили те, кто умел угождать вышестоящему руководству, кто льстил, врал, применял силу против собственного народа. Мы должны это исправить. Управлять республикой должны умные, честные, порядочные и ответственные перед своим народом башкирские националисты с незапятнанной репутацией. В первую очередь мы должны построить именно национальное государство Башкир, а уже потом развивать его в качестве государства для всех других народов, которые считают Башкортостан своей родиной. Это не значит, что права других народов будут в нем ущемляться. Нет, мы сделаем максимально комфортным проживание в башкирском государстве всем и во всем. Национальные детские сады, обучение на родных языках, национальные университеты, СМИ, телевидение, местное делопроизводство на родных языках, поддержка национальных культур. Но все это не будет в ущерб развитию башкирского народа. У всех проживающих народов в Башкорт-Иле есть свои национальные дома, где они реализовали свое неотъемлемое право на самоопределение. Там они развивают свои языки, культуры, традиции. Башкортостан — это страна башкир, и другой земли у нас нет. Наша задача — сделать независимый Башкортостан поистине национальным домом башкирского народа, создать все условия, чтобы башкирский народ стал в нем хозяином, вырос в численности и стал доминирующей нацией. Башкирский язык должен стать по-настоящему государственным языком, где все сферы жизнедеятельности башкирского государства функционировали бы только на нем. Это может сделать только независимость. Пока мы колония, наши поработители никогда не дадут нам этого сделать. Ни в путинской России, ни в прекрасной России будущего, которую так хотят построить московские псевдолибералы. Когда нам некоторые скептики говорят, что независимость Башкортостана невозможна, что мы пропадем без России и нас обязательно кто-то захватит, то ярким примером успешности вчерашних бывших колоний, а сегодня независимых государств, являются бывшие союзные республики. Не будем брать пример балтийские страны, там успех более чем очевиден. Литва, Латвия, Эстония построили успешные демократические, развитые государства и интегрировались в Европейский Союз. Хоть у них и есть проблемы с демографией, но тенденция спада рождаемости есть во всех странах Европы, так что балтийские страны здесь не исключение. В любом случае, у них есть пусть и небольшие по территории, но свои национальные государства. И если эстонцы, численность которых в Эстонии составляет чуть больше 930 тысяч человек, могут иметь свое маленькое, но успешное государство, то почему башкиры не могут? И это при том, что до 1918 года эстонцы никогда ранее в истории не имели свою государственность. Но все же для нас больше подходят примеры тюркских государств, которые обрели независимость в 1991 году. Кроме Туркменистана и Таджикистана, не тюркская страна, где установилась жесткая диктатура, другие 4 тюркские страны — Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Азербайджан — можно смело отнести к успешно выстроенным государствам. Экономика этих стран развивается, численность коренного населения выросла в несколько раз. Коренные языки возвращают свое доминантное место во всех сферах государства. Для примера, численность казахов по последней советской переписи 1989 года
составляла 6 миллионов 496 тысяч человек, что равнялось 39,6% от численности всего населения Казахской ССР. На момент 2024 года численность именно казахского населения выросла до 14 миллионов 220 тысяч человек. По данным на начало 2024 года, доля казахов в Казахстане составляла около 71,3% от общего населения страны. Такой же рост идет во всех тюркских и мусульманских странах Центральной Азии и Кавказа. Доля этих народов во всех своих государствах выросла более чем в 2 раза. Многие скажут, что в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане и Азербайджане нет демократии, что там авторитарное правление. Но, на мой взгляд, это правильно выбранная политика государства в условиях современной геополитики. В балтийских странах построение сразу демократических государств было основным положением, которое способствовало принятию их в Евросоюз и тем самым обезопасило эти государства от влияния России. Авторитарное правление их сгубило бы. Есть несколько факторов, почему так быстро эти страны оторвались от СССР. В Литве, Латвии и Эстонии на момент 1991 года еще были живы те, кто успел пожить при независимости до оккупации их Советским Союзом в 1939 году. Это очень сильный фактор, влияющий на выбор народа. Еще жива была память о том, что их государства достаточно успешно развивались в первой половине XX века. Хотя и эти балтийские государства к моменту их оккупации советским режимом в 1939 году были с авторитарным правлением. Многие национальные лидеры балтийских стран во время оккупации жили в западных странах, пользовались их поддержкой и перенимали опыт их государственного строительства. Вернувшись в свои республики, они во многом повлияли на выбор демократического курса своих стран. Нельзя списывать со счета и фактор оккупации балтийских стран с 1941 по 1944 года немецкими войсками. В эти годы, хоть и не было полной независимости, но все же эти народы смогли временно вернуть свои государственные институты. Национальная элита встала во главе народов. Были созданы национальные вооруженные формирования. И, конечно, это борьба литовских, латышских, эстонских партизан, так называемых «лесных братьев», против СССР вплоть до середины 50-х годов. Все эти факторы в значительной степени повлияли на характер и менталитет балтийских народов, где националисты играли значительную роль в их национально-освободительных движениях. Национализм стал двигателем борьбы за независимость. Многие, наверное, помнят, как в поздние советские годы по всему Союзу рассказывали истории о страшном национализме литовцев или эстонцев, когда продавцы в магазинах специально не обслуживали клиентов, если те не разговаривали на их языках. Только национализм, презрительное отношение к оккупантам, нежелание иметь ничего общего с русскими захватчиками определяет характер национально-освободительного движения, двигает народы к независимости. Борьба за свободу своего народа и давление на оккупантов не должно прекращаться ни на минуту. Это должно проявляться буквально во всем – культуре, искусстве, книгах, стихах, митингах, пикетах, надписях на стенах, листовках, акциях прямого действия. Везде, где можно показать, выразить, сказать о стремлении своего народа к независимости, необходимо это делать. И в этом балтийские страны были лидерами на всем постсоветском пространстве. Другое дело страны Центральной Азии, где нет рядом примеров успешной демократии. К тому же численность русских в этих странах, продолжающееся по сегодняшний день влияние российской экономики, российской политики, вхождение в ОДКБ, ЕАЭЦ, было всегда достаточно сильным фактором давления России на эти страны. Находясь в географическом положении между такими государствами-гигантами, как Китай и Россия, имеющими сильное влияние на них, необходимо было выстраивать выверенную политику, где нельзя было с одной стороны поссориться, с другой — впасть в полную зависимость. В такой ситуации приходится опираться не на демократические институты, а на авторитарное правление в своей стране. Представим, что если бы в Казахстане сразу после обретения независимости установилось бы парламентское правление, где партия, набравшая большинство голосов, поставив своего премьер-министра, управляла бы страной. В таком случае Москва постоянно вмешивалась бы во внутреннюю политику Казахстана через свое влияние на пророссийских политиков. Вкладывая миллиарды долларов, была бы создана сильная пророссийская партия,
учитывая численность русского населения. Все это рано или поздно привело бы к разложению политического общества в стране, впадению в полную зависимость от Москвы, коррупции среди высшего чиновничьего аппарата, работе на интересы России и в итоге к сепаратизму северных регионов Казахстана и их отторжению. Яркий пример — это Украина. Если бы в Украине с 1990-х годов установился националистический авторитарный режим, который бы не дал пророссийским силам сформировать политические партии в парламенте, Виктор Янукович — партия регионов, Виктор Медведчук — оппозиционная платформа «За жизнь» и другие, и прийти к власти, не было бы никакой аннексии Крыма и сепаратизма Донбасса. Россия умело накачивала протестный потенциал в Украине через свою пятую колонну. Все это закончилось очень печально для страны, результаты чего мы сейчас наблюдаем в режиме реального времени. Именно поэтому, зная свое население, которое еще буквально вчера подвергалось пропаганде со стороны советского телевизора, русско-советской культуры, советской системы образования, понимая, как опасна Россия и ее влияние, в странах Центральной Азии были установлены авторитарные режимы. С одной стороны, не ссорясь с соседями, с другой стороны, открывая свои рынки для иностранных инвестиций. Китай, США, ЕС, выстраивая в обход территории России пути для продажи своих энергоресурсов на мировой рынок, усиливая национальную идентичность через историю и культуру, поощряя рождаемость, постепенно эти страны отрывались от России и уходили все дальше и дальше. Сегодня это уже сформированные национальные государства, которые проходят бурный рост развития во всех сферах. Выросло целое поколение, которое родилось уже в независимых государствах, которое никогда не жило в одной стране с доминирующим русским этносом. В этих молодых независимых странах сформированы гражданские политические нации, а начавшаяся агрессивная война России против Украины дала возможность еще больше оторваться от безумного северного соседа и укрепить свою государственность. Можно сказать, что такие страны, как Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Азербайджан, уже готовы к постепенному переходу к демократии и реальному парламентаризму. Туркменистан и Таджикистан еще не готовы. Им еще предстоит перейти от диктатуры к мягкому авторитаризму. Некоторые задаются вопросом, что же дала независимость Туркменистану и Таджикистану. И тут же отвечают, что ничего хорошего. Наоборот, они получили жесткую диктатуру. Но это знаете ли, с какой стороны посмотреть? Представим, что эти два государства не получили независимость и остались под оккупацией России. Что бы произошло? Естественная деградация национального самосознания, ассимиляция, манкуртизация населения, потеря родного языка, культуры, репрессии против национальных деятелей. Туркмен по последней советской переписи 1989 года было 2,7 миллиона человек, а таджиков — 4,2 миллиона человек. То есть их было меньше, чем татар, которых по той же переписи 1989 года было 6,6 миллиона человек. На сегодняшний день туркмены выросли до 7,5 миллиона человек, а таджики — до 10,5 миллиона человек. У них укрепилось национальное самосознание, язык стал доминирующим в своих национальных государствах. Все туркмены и таджики владеют своими языками. В это же самое время, наоборот, численность татар сократилась до 4,7 миллиона человек, а число носителей татарского языка — до 3,26 миллиона человек. Именно независимость создала такой впечатляющий рост для туркмен и таджиков, и именно отсутствие независимости привело к таким печальным потерям среди татарского народа. Такие же потери понесли многие народы сегодняшней России. У туркменского и таджикского народов есть шанс на то, что они со временем станут демократическими государствами. Эти народы подойдут к этому полностью готовыми, как численно, так и с укрепленным самосознанием и сильными устойчивыми языками. В то же время у татар, как и у башкир, как и у других народов, нет никаких шансов сохраниться в качестве самобытных этносов в составе Российской империи. Но даже когда мы получим независимость, нам всем придется долго восстанавливаться в демографическом плане, восстанавливать свой язык, бороться с манкуртизмом, который сейчас овладевает нашим обществом в результате российской пропаганды. И только через авторитарное управление своим государством можно восстановить все это, при условии, что управлять государством будет националист.
То же самое касается и будущего независимого Башкортостана. В первые десятилетия нам не обойтись без авторитарного управления. Придя к власти в стране, которая еще вчера была колонией Москвы, где еще сильны пророссийские настроения, где проживает многочисленное население русских, где народ еще отравлен российской пропагандой, необходимо усиливать здоровый национализм государствообразующего народа, усиливать вооруженные силы, отключить все телевизионные пропагандистские российские каналы, выходить на экономические рынки других стран мира, чтобы максимально оторваться от влияния русского мира. Это будет так называемый переходный период, чтобы полностью восстановиться как самостоятельный, жизнеспособный башкирский народ и излечиться от многовекового воздействия русского империализма. Постепенно мы будем переходить к демократическому правлению через люстрацию прежнего преступного режима, образовательные программы для населения, дерусификацию, открытие архивов и публикации их в открытом доступе. Будет создана новая национальная политическая элита, ответственная перед народом Республики Башкортостан. Должно пройти несколько лет, а возможно и десятков лет, чтобы полностью оздоровить больное общество нашей республики. Башкиры — спокойный, мирный, талантливый и трудолюбивый народ. Мы никогда ни на кого не нападали с целью захвата земель или порабощения. Оружие в руки мы берем тогда, когда на нас нападают и надо дать отпор захватчикам. Мы сможем спокойно создать цивилизованное, успешное государство. Все, что нам для этого нужно, это независимость. История показывает, что первая Башкирская республика, Башкурдистан, была успешным государством. Ахмед Заки Валиди в своих воспоминаниях пишет, что к ним в башкирское правительство приходили целые делегации из соседних уездов Уфимской губернии с просьбой принять их в состав своей республики. В то время республика Башкурдистан казалась островком спокойствия и благополучия в бушующем вокруг море хаоса и анархии. То же самое можно сказать и о Башкортостане 1990-х, 2000-х годах, когда власть в республике принадлежала башкирам. Сейчас мало кто сможет сказать, что республика тогда была зависимым захолустьем. Наоборот, Башкортостан рос, развивался, строился и хорошел. Соседние русские регионы с завистью смотрели на успешную Башкирскую республику. Поэтому я уверен, что и независимый Башкортостан будет мирным, экономически развитым, процветающим государством. Но добро должно быть с кулаками. Главным образом нам необходимо будет сразу же после обретения независимости создавать башкирские национальные вооруженные силы. Только сильная армия сможет сохранить порядок в Башкор-Тыле и защитить ее от попыток вернуть нас силой обратно в состав России. Армия должна быть мотивированной. Офицерский состав и костяк армии должны составлять башкирские националисты. Служба в вооруженных силах Башкортостана должна стать почетной и престижной. Одна из важнейших задач независимого Башкортостана — это увеличение численности башкир. Необходимо принять программу репатриации башкир, живущих за пределами Башкортостана, поощряя их переезд. Выделять для этого землю, давать субсидии на строительство, льготные ипотеки, подъемные деньги на первое время. Максимально переселить в Башкортостан башкир из других регионов России, иначе они там рано или поздно ассимилируются. Через программу репатриации можно пригласить в республику около 100 тысяч башкир. Необходимо принять ряд программ, поощряющих рождаемость. Например, можно считать рождение и воспитание детей матерями как такую же работу. Таким образом, платить женщинам, родившим в браке одного ребенка, до его совершеннолетия, зарплату в размере минимального размера оплаты труда. За второго ребенка — 1,25 оплаты труда. За третьего — 1,5 оплаты труда. За четвертого — 1,75 оплаты труда. За пятого — 2 размера оплаты труда и так далее. До 2050 года желательно увеличить численность башкир в республике и перешагнуть рубеж в 2 миллиона. А уже к 2100 году постараться достигнуть численности в 5 миллионов башкир. Необходимо будет поощрять въезд в наше башкирское государство представителям других тюркских народов — казахов, узбеков, кыргызов, туркменов, азербайджанцев, турков, каракалпаков, уйгур. Это близкородственные нам народы со схожими языками, культурой,
единой религией, что может стать материалом для дальнейшего построения башкирской нации. Эти народы будут легко интегрироваться в нашу башкирскую культурную среду. Они легко будут учить башкирский язык. Условно, если в Башкортостан приедут по 50 тысяч из перечисленных выше народов, то это не станет вызовом или угрозой для потери башкирского доминирования в республике. Но это прибавит дополнительно 400 тысяч тюрков-мусульман. Кроме того, казахи либо узбеки охотно отдают детей на обучение в башкирские школы. Дети тюркских иммигрантов значительно быстрее и проще будут интегрироваться в нашу языковую и культурную среду, которые являются для них близкими и понятными. Чем больше будет тюркских и мусульманских народов в Башкорт-Иле, тем сильнее наше государство будет отрываться от русского мира. Следующее, что необходимо сразу сделать, это заключить экономические и военные союзы с родственными нам странами. В первую очередь, войти в Организацию тюркских государств, ОТГ, а также заключить союзы со странами Волжско-Уральского региона, Башкортостан, Татарстан, Чувашия, Эрзян-Мастор, сегодняшняя Мордовия, Удмуртия и Марий-Эл, для создания оборонного союза и построения единого экономического пространства в этом регионе. Народы Урала и Поволжья веками жили в мире, соседствуя друг с другом, и в равной степени испытывали гнет российской колониальной системы. Нам будет нетрудно договориться, поскольку нас объединяет общая цель – построение собственных независимых государств. Единое экономическое пространство и отсутствие таможенных барьеров сделают наши рынки открытыми, а товары – конкурентоспособными. Один из приоритетов в будущем независимом Башкортостане – взращивание руководителей и собственников среднего и крупного бизнеса из титульного населения. Необходимо будет провести вновь национализацию всех предприятий республики, которые были приватизированы незаконным путем во время нахождения Башкортостана в составе России. После этого блокирующие пакеты самых стратегически важных предприятий республики оставить в собственности Башкортостана, а остальную часть акций продать по рыночной цене бизнесу из разных стран. Но частью акций должны владеть именно башкиры. Таким образом, создавать класс башкирского крупного бизнеса. Примером может служить Фонд национального благосостояния Норвегии. Этот фонд, созданный в 1990 году, успешно инвестирует сверхдоходы от нефти за рубежом, обеспечивая финансовую стабильность страны и благосостояние будущих поколений. Демографический рост титульного населения, сильные вооруженные силы, заключение стратегических союзов с родственными и близкими народами, сохранение собственности республики в своих руках – это то, что необходимо сделать Башкортостану в первое время после обретения независимости. Все вышеперечисленное возможно сделать только, если республика будет управляться через мягкий авторитаризм, или, как его называют в научной среде, модернизационная автократия с постепенным переходом к демократии. Примеров того, как авторитарный режим привел страну к экономическому развитию, а затем плавно и без потрясений перешел к демократии, множество. Это и Южная Корея с ее правителем Пак Чон Хи, и Сингапур с премьер-министром Ли Куан Ю. В первые от 10 до 20 лет в независимом Башкортостане должен быть сильный руководитель, патриотически настроенный по отношению к своему народу и к республике в целом. Он должен быть башкирским националистом, в том качестве, каким я его здесь описал. Но я сразу хочу сказать, что башкирский националист — это не обязательно башкир по национальности. Им может быть и татар, и русский, и представитель любой другой национальности. Главное, чтобы он преданно относился к идее построения независимого башкирского государства с одним государственным башкирским языком и построению башкирской политической нации на его пространстве. Подавая личный пример, он должен искоренить коррупцию и привести Башкортостан к экономическому развитию. Одновременно необходимо давать развиваться другим народам, проживающим на нашей территории, не ущемляя их прав, давая сохранять свою национальную идентичность, но интегрируя их в башкирскую политическую нацию и открывая перед ними социальные лифты, привлекая в бюджетный сектор, управленческую сферу и на государственную службу. Ярким примером построения гражданской политической нации является Казахстан. Многие жители этого государства, не являясь казахами по национальности, считают уже себя казахстанцами, учат язык, перенимают культуру.
Правда, там еще остается почти 3 миллиона русских, которые под влиянием России продолжают ностальгировать и мечтать о воссоединении с бывшей империей. Однако по мере ослабления России и усиления самого Казахстана эта имперская болезнь русских постепенно уходит. В то же время я убежден, что очень сложно сформировать единую политическую нацию, если титульное население составляет менее половины жителей страны. В Казахстане консолидация общества усилилась после того, как доля казахов достигла около 70%. Когда же численность других групп превышает численность титульного народа, возрастает вероятность конкуренции за влияние и особые права. Еще одним вариантом формирования единой политической нации может быть консолидация общества при отражении внешней угрозы. Так, на примере Украины можно утверждать, что украинская политическая нация окончательно консолидировалась в условиях вооруженной агрессии со стороны России. Если до полномасштабного вторжения в ряде городов Украины преобладал русский язык, то после февраля 2022 года многие граждане сознательно сделали выбор в пользу украинского языка. Вместе с тем следует учитывать, что по состоянию на 2013 год 67% населения называли украинский язык родным, а 24% — русский, при том, что доля этнических украинцев составляла более 77%. Таким образом, численность титульной нации уже тогда была преобладающей. Отсюда следует вывод, что увеличение доли титульного населения в Башкортостане и повышение уровня владения башкирским государственным языком должны стать государственным приоритетом. Религия. Каждая народность имеет право на особые прирожденные права. Это право на защиту своей национальной и религиозной самобытности, религиозное и национальное самоопределение. Галиаскар Сыртланов, башкирский депутат Государственной Думы Российской империи. Башкиры сегодня — это народ, который называют себя мусульманами-суннитами. Ислам к башкирам пришел более 1000 лет назад и стал основной религией, вытеснив тенгрианство. Во время советской власти башкиры во многом отошли от ислама, так как религия в стране была под запретом и насаждался атеизм. Разрушались мечети. Башкирские муллы и имамы подвергались репрессиям. Сама религия высмеивалась советскими властями. Это сказалось на башкирах. Многие из них сегодня считают себя атеистами и не верят в Аллаха. Сегодня в башкирском народе много так называемых светских мусульман, которые считают себя мусульманами, но не придерживаются основных предписаний ислама. Они при рождении получают имя по исламским обрядам, женятся, прочитав никах, проводят один раз в год аяты дома, Коран Аши, провожают своих близких в последний путь по исламским канонам. Но такие башкиры не совершают намаз, не держат уразу, не выплачивают закят, не совершают хадж. Образ жизни у них светский. Они могут пить алкоголь, есть свинину и продукты из него и совершать то, что правоверному мусульманину запрещено. Есть среди башкирского народа представители и других религиозных конфессий. Их мало, но они тоже все башкиры. Нельзя исключать из башкирского народа тех, кто не придерживается ислама. Это выбор человека. Но башкиры обязаны оберегать ислам и держаться за него. В прошлом башкиры неоднократно поднимали восстания, когда российские власти пытались обратить их в христианскую веру. Не сумев добиться христианизации, российские власти пошли другим путем. Одной из причин, почему башкирские войны и восстания против российской власти пошли на спад, было создание в 1788 году Екатериной II единого органа, объединявший всех мусульман внутренней России и Сибири, Оренбургское Магометанское духовное собрание, ОМДС. Екатериной был принят указ об определении мул и прочих духовных чинов Магометанского закона и об учреждении в Уфе духовного собрания для заведования всеми духовными чинами того закона в России пребывающими. Иными словами, исламскую религиозную систему поставили в подчинение российским властям, а муфтиев и мул стали утверждать лишь после проверки на лояльность политическому курсу Российской империи. Все же в целом башкиры и их национальное духовенство были враждебно настроены к русскому населению. Заки Валиди в своих воспоминаниях пишет, как его отец, шейх и имам Хатыб Ахмедшах Валидов, в пятничных хутбах открыто высказывался против русского правительства в связи с начавшейся тогда Балканской войной. Именно религия ислам помогает сегодня башкирам не ассимилироваться в окружающем русскоязычном мире.
Мы видим, как многие финно-угорские народы, которые были в большей своей части христианизированы, сегодня исчезают катастрофическими темпами. Помимо того, что всех нас сегодня ассимилирует русская школа, но также сильно в это включается и русская православная церковь. Народы России, исповедующие православие, оказываются в общей культурной орбите близкой русской. С рождения им нередко дают те же имена, что и русским, а фамилии и бытовые маркеры почти не различаются. В церквях и храмах они слышат проповеди о русском мире, общих святых, общих героях и едином историческом нарративе. Те же христианские праздники и обряды ежедневно закрепляют ощущение принадлежности к одной традиции. Поэтому браки между финно-угорскими народами и русскими, разделяющими одну веру, встречаются чаще, чем союзы между людьми разных религий. А там, где численное преимущество на стороне русских, постепенно и неотвратимо запускается процесс ассимиляции покоренных народов. Например, численность удмуртов по последней переписи СССР 1989 года составляла 746 тысяч человек. По переписи 2002 года их уже стало 637 тысяч человек. По переписи 2010 года 552 тысячи человек. А уже по переписи 2021 года 386 тысяч человек. За 35 лет численность этого финно-угорского народа сократилась вдвое. Или карел в России. По переписи 2002 года было 93 тысячи человек. В 2010 году их уже осталось 60 тысяч человек. А по переписи 2021 года их осталось 32 тысячи человек. Сокращение в 3 раза. Похожие тенденции идут среди всех финно-угорских народов России. Ни один из них не растет в численности. В итоге Русская Православная Церковь, РПЦ, помогает перемалывать нерусские народы России, делая из них русских. Именно это послужило одной из причин, почему украинское духовенство приняло решение о создании своей автономной Украинской Православной Церкви, УПЦ, получив от Константинопольского патриархата томос о предоставлении ей автокефалии. Сопротивляться этому могут только другие сильные конфессии, такие как ислам и буддизм. Башкиры являются мусульманами, но по данным последних 2 переписей мы тоже уменьшились в численности на 100 тысяч человек. Это плохо, но все же это не так катастрофично. По сравнению с теми же финно-угорскими народами, нашу ассимиляцию сдерживает ислам. Ислам и христианство, будучи абсолютно разными религиями, с другим мировоззрением, другими обрядами, не позволяют нашим народам смешаться. Уже при рождении нам даются другие имена. Наша культура, основанная во многом на исламе, имеет в себе ценности, чуждые православному христианству, например, запрет есть свинину, запрет алкоголя, многоженство и другие. Это понимают сегодняшние идеологи строительства русского мира, и именно поэтому сегодня против ислама развернулась самая настоящая война, когда поджигают мечети, идут репрессии в отношении исламских лидеров. Русские неонацистские организации открыто призывают к борьбе с басурманской нечистью. Идет засилие строительства церквей и храмов в мусульманских республиках. Башкирам, как и другим мусульманским народам сегодняшней России, необходимо держаться за ислам, если мы не хотим превратиться в русских. Башкирское национальное движение стремится построить светское государство, где религия будет отделена от государственной власти. Но ислам будет играть важную роль в жизни независимого Башкортостана и являться официальной религией. Башкирский язык. Бер телден де телем кем түгел, көслелеул, байда, ягымдыла. Рами Гарипов. С момента прихода к власти Владимира Путина началось уничтожение национальных языков. Положение национальных языков ухудшалось из года в год. В 2007 году был отменен национально-региональный компонент, после которого республики лишились права вести свои уроки по истории, культуре, географии Башкортостана, а также выпускать свои учебники по данным предметам. Чтобы вы понимали, объем национально-регионального компонента составлял 25% от всего учебного времени. Далее, в ноябре 2008 года приказом Министерства образования и науки РФ за номер 362 все учащиеся в России стали обязаны сдавать ЕГЭ, единый государственный экзамен, только на русском языке. После этого в башкирских школах, где прежде обучение шло на башкирском,
Даже точные дисциплины — физика, алгебра, геометрия, химия и информатика — начали преподавать по-русски. Башкирский государственный язык стремительно вытеснили из сферы образования и смысла, оставив ему роль домашнего, разговорного языка. Когда язык перестает быть языком знаний, науки и современности, его начинают воспринимать как второстепенный, и это напрямую ускоряет ассимиляцию. Это очень сильно ударило по башкирскому языку и создало благоприятные условия для ассимиляции башкир. Уже сегодня в самых отдаленных башкирских деревнях, где русских жителей может не быть вовсе, дети на улице между собой часто разговаривают на русском языке. В 2009 году башкирский язык был включен в изданный в ЮНЕСКО «Атлас языков мира» как находящийся в опасности, получив статус «уязвимый», где говорится: большинство детей говорит на языке, но сфера его употребления может быть ограничена, например, бытовым употреблением. С тех пор выросло целое поколение башкирских детей, которое в школе училось на русском языке, а значит, они и думают на русском языке. Они не смогут передать башкирский язык новым поколениям. Именно в этом московская логика истребления башкирского самосознания. По данным 2010 года, более 30% башкир уже тогда не считали башкирский язык своим родным языком. Можно с уверенностью сказать, что с тех пор этот процент только увеличился. В 2017 году был нанесен третий удар по национальным языкам, когда Владимир Путин на конференции в Йошкар-Оле заявил о недопустимости принуждения изучать неродные государственные языки национальных республик Федерации, кроме русского. Поэтому они перестали быть частью обязательной школьной программы. Летом 2018 года в России Госдума закрепила строгую добровольность изучения родных языков. Соответствующие поправки были приняты в Федеральный закон об образовании. С тех пор, чтобы изучать башкирский язык в школе, родителям надо писать заявление директору, чтобы их ребенку позволили изучать его родной язык в его же родной республике. И если в классе не набирается больше 7 детей, желающих изучать родной язык, а только, например, 5 детей, то язык преподавать не будут. Начиная с 2017 года в городах Башкортостана ввели постановление о закреплении территорий, по которому, если в городе русский ребенок проживает рядом с башкирской школой, гимназией, и ему далеко ездить в другие школы с русским языком обучения, то он может поступить учиться в башкирскую школу, и его обязаны принять. И так как по закону Путина ребенок не обязан изучать неродной для него язык, то для него специально должны сделать программу с русским языком обучения. Подобный скандал был в 2017 году в башкирской гимназии 158 города Уфы, когда русские родители потребовали для своих детей предоставить отдельные классы без башкирского языка. На единственном республиканском башкирском спутниковом телевидении количество передач на башкирском языке сократилось до 15% от всего эфирного времени. Убрали все передачи на татарском языке, которые башкиры понимают без переводчика. Сократилось количество выпускаемой художественной литературы на башкирском языке. Число молодых писателей и поэтов исчисляется единицами. Через от 1 до 2 поколений не останется и тех, кто будет читать на башкирском языке. В 2020 году в Конституцию РФ внесли статью о русском языке. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык, как язык государствообразующего народа, что просто недопустимо в многонациональном государстве, которое является к тому же федерацией. Это автоматически сделало все языки России, кроме русского, второсортными. На наших глазах полномерно и с маниакальной настойчивостью уничтожается главное нематериальное сокровище башкирского народа — наш родной башкирский язык. Башкиры. Как можно считать государство, проводящее такую политику в отношении башкир, родиной и нашим государством? Налицо откровенно враждебная и шовинистическая политика Москвы по уничтожению национальных языков, которую можно охарактеризовать как лингвоцид. Надо для себя четко уяснить, что борьба за башкирский язык будет главной борьбой в Башкортостане после обретения независимости. Если после 35 лет обретения независимости бывших союзных республик русские продолжают сопротивляться изучению государственных языков в Казахстане, Латвии, Молдове, Эстонии и других новых странах постсовка, не хотят интегрироваться в ту культурную среду, где они живут, мечтают вновь вернуться в такое положение, когда их русский этнос и русский язык занимал главенствующее положение на всем пространстве бывшего СССР,
то понятно, что и нам, башкирам, придется все это пережить и с этим долго бороться. Примером того, как делать не стоит, часто приводит Беларусь. Это единственная страна из всех бывших советских республик, которая после обретения независимости оставила русский язык как второй государственный, поставив его наравне с титульным белорусским языком. Это привело к тому, что белорусский язык так и не стал в своем собственном государстве доминирующим языком. Русский язык как был главенствующим во всех аспектах жизнедеятельности Беларуси, так и остался, а белорусский язык остался языком села, где он продолжает деградировать. В республике, где за столетия нахождения в составе империи, а потом советской власти, все население обучалось на русском языке, обслуживание населения шло на русском языке, техническая документация, медицина, юриспруденция, экономика, деловая переписка — все было на русском языке. А потом, после обретения независимости, этот язык оставляют в качестве государственного, а значит главного, то всем очевидно, что никто не будет переходить на белорусский язык просто из-за рациональности. Кроме националистов. Только националисты сознательно разговаривают на своем родном языке и требуют, чтобы их титульный язык был главенствующим в государстве. Но Александр Лукашенко уничтожил всех белорусских националистов, и теперь там белорусские дети изучают свой родной язык в школах 2 часа в неделю, а все остальное обучение идет на русском языке. Такую ошибку независимому Башкортостану повторять нельзя ни при каких обстоятельствах. Да, сегодня башкирский язык в тяжелом положении, а русский, как и в белорусском случае, занял почти все ключевые сферы управления, образования и публичной жизни. Поэтому одним рывком перевести всю систему на башкирский язык не выйдет. Это не вопрос желания, а вопрос ресурсов. У нас пока недостаточно подготовленных специалистов, чтобы безболезненно и качественно запустить такой переход сразу и везде. В Башкортостане встанет вся промышленность, экономика, сфера услуг и государственные учреждения. Вы сейчас практически не найдете башкира, который бы смог на чистом башкирском языке, без пришивания русских слов, сделать доклад на экономическую, медицинскую тему или рассказать о космической программе. Поэтому мы будем вынуждены оставить русский язык в статусе официального условно на от 20 до 30 лет, пока не воспитаем несколько поколений башкироязычных специалистов по всем профилям. Постепенно мы будем утверждать башкирский язык во сферах жизни. Да, не просто сохранять, а именно расширять сферу применения башкирского языка. Поскольку Башкортостан — единственная территория на планете, где башкирский язык может не просто сохраняться и выживать, а развиваться. В тот год, когда мы обретем независимость, надо будет сразу вводить башкирский язык во всех учебных заведениях городов и населенных пунктах по от 6 до 7 часов в неделю и создавать башкирские классы, где дети будут обучаться исключительно на башкирском языке. Также создавать отдельные школы, где обучение будет полностью на башкирском языке. В башкирских селах будем сразу все обучение делать на башкирском языке. Постепенно, после нескольких лет внедрения башкирского языка, во всех школах ввести выпускные экзамены только на башкирском языке. Одновременно с этим мы будем постепенно проводить реформу по переходу на латинскую графику, как это делают сегодня все независимые тюркские страны. К тому же у нас уже есть опыт в этом. Чтобы сохранить право на свой родной язык всех народов, проживающих в нашем независимом Башкортостане, необходимо будет в местах компактного проживания тех или иных народов, в населенных пунктах, создать школы на языках этих народов вплоть до выпускного класса. Но во всех этих школах должны быть обязательные уроки изучения башкирского языка, а также выпускные экзамены на башкирском языке. Это позволит народам, проживающим в нашей республике, восстановить как свои языки, так и овладеть в полной мере башкирским языком. В городах надо будет создавать отдельные школы и гимназии на русском, татарском, чувашском, марийском, удмуртском и так далее, если будет запрос от этих народов. В местах компактного проживания нужно будет создавать телевидение, СМИ на родных языках этих народов. Можно будет вести внутренний документооборот на родном языке. Но башкирский язык должен постепенно стать главным и доминирующим языком в Башкортостане. Необходимо понимать, что после обретения независимости большая часть населения Башкортостана нам достанется в виде хронически больного наркомана, который еще долгое время будет отравлен ядом русской имперской пропаганды.
который будет смотреть на мир через призму русских мифов, в котором будут жить ресентименты по российскому прошлому. И это будет не только русское население Башкортостана, но и башкиры, татары, чуваши, марийцы, все русскоязычные граждане разных национальностей. И нам надо будет лечить эту зависимость, иначе не получится никакого независимого Башкортостана. Можно пытаться лечить зависимость от русского языка шоковой терапией, с первого же дня убрать его из всех сфер и форсированно перевести все на башкирский. Но такой рывок легко обернется не оздоровлением, а кризисом государственности. Управление, социальные службы, экономика и образование могут просто захлебнуться в нехватке кадров и процедур, и тогда начнется коллапс повседневной жизни республики. Риск слишком высок. Другой вариант, который я предлагаю, это лечить больного медленно, терпеливо, но с постоянным упорством перевода всего и вся на башкирский язык, воспитывая башкироязычных специалистов и делая башкирский язык главным в Башкортостане. Благо, рядом с нами есть много независимых тюркоязычных государств, где их государственные языки все больше и больше укрепляются во всех сферах. Мы можем брать их наработки и использовать у себя. Рядом с нами Татарстан, чей государственный язык на 97% схож с башкирским языком. Мы можем общаться и понимать друг друга без переводчиков. И это значит, что от восточных границ Башкортостана и до западных границ Татарстана у нас будет единая языковая среда, где на понятных друг другу языках будут разговаривать более 5 миллионов человек. Мы очень быстро сможем полностью исключить русский язык на территории двух государств от Волги до Урала. Культура. Боритесь же, поборите. Тарас Шевченко. Наша культура веками складывалась руками и сердцем башкирского народа, живущего на стыке Европы и Азии. Это пограничье и придало ей особый, ни на что не похожий характер. Мы исторически были мостом между западным миром и странами Центральной Азии, впитывали разные влияния, не теряя собственного лица. Но все же мы тюркский и мусульманский народ, и вся наша культура в первую очередь связана именно с этим. Башкиры одновременно народ степей, лесов и гор. Это отложило свой отпечаток на наш характер. Будучи народом степей, мы дружелюбны и гостеприимны ко всем, кто идет к нам с миром. У нас широкая, как степь, душа. Являясь народом леса, башкиры более близки к природе, скромны, склонные к размышлениям и творчеству. Будучи народом гор, башкиры воинственные, выносливые, стойкие. Понятие чести и слова для нас не пустой звук. Стремление к свободе у нас не выучено. Оно передается как наследство, от поколения к поколению. Любовь к своей земле у башкир действительно в крови. Мы не раз вставали против тех, кто был сильнее, и снова доказывали, что это наша земля, и отдавать ее мы не намерены. Живя многие века с русскими, к сегодняшнему дню мы переняли от них многие привычки и традиции, как хорошие, так и, к сожалению, плохие. Плохих, конечно, больше. Алкоголь, мат, необоснованная жестокость, разврат, неуважение к старшим, психология рабского послушания вышестоящего начальства, выученная беспомощность — все это пришло к нам в первую очередь от русских. И, конечно, в независимом Башкортостане мы будем стараться от всего этого избавляться. Наша культура уникальна и богата. У нас есть что показать миру. Когда распался Советский Союз, в мире появилось дополнительно 14 независимых государств, которые обогатили планету своей уникальной культурой. То же самое будет и с независимым Башкортостаном. Обладая красивейшей природой Южного Урала, башкиры будут рады гостям, которые будут к нам приезжать в качестве туристов со всего мира. Конечно, в мире есть более красивые места и более высокие горы, чем в Башкортостане. Не надо обольщаться, что мы живем в самом красивом месте на Земле. Не менее красивые горы в Альпах или на Кавказе. Но в радиусе 1000 километров от Уральских гор других нет. А значит, к нам будут приезжать туристы из близлежащих территорий, чтобы покататься на лыжах, заняться скалолазанием, сплавляться на байдарках по бурным горным рекам и просто подышать горным воздухом. Но мы будем привлекательны не только красивой природой, но и своей восточной культурой кочевников. Юрты, башкирская кухня, башкирские обряды и традиции, скачки, горные переходы на лошадях, стрельба из лука и многое такое, чего нет нигде уже давно. Чтобы окунуться в этот удивительный мир,
К нам поедут туристы уже со всего мира. Богатые жители разных государств будут тратить десятки тысяч евро и долларов, чтобы пожить в настоящей башкирской юрте, поскакать на башкирских лошадях, пострелять из лука, попить кумыса и башкирский травяной чай, попробовать настоящий башкирский мед. Но помимо башкирской культуры и экзотики на экспорт, у нас должна быть своя внутренняя культура для нас самих, для своего развития. Сегодня культуру башкирского народа московская власть подчинила своим интересам. Башкир сделали фольклорным народом, который должен обслуживать дорогих и высоких гостей из Москвы. Их встречают ряженые башкиры с чак-чаком и кумысом, играют им на курае и танцуют перед ними с самоваром на голове. Это то, что оставили нам, башкирам, в культуре. Любая попытка через свою культуру рассказать о своем трагическом прошлом, о тех бедах и лишениях, что пришлось пережить нашему народу, как тут же включается цензура Москвы, и все эти попытки блокируются. Так, например, указом из Москвы в 2021 году из репертуара был изъят спектакль Стерлитамакского государственного башкирского драматического театра «Сказ о Кисякбике», где рассказывалась история XVIII века, основанная на реальных событиях. Кисябика Байрясова — башкирская женщина, жившая, согласно архивным данным, в 1679-1739 годах. После участия в башкирском восстании она была насильно крещена в Екатеринбурге и обращена в крепостные. После 3 попыток бегства и возвращения в ислам она была заживо сожжена на центральной площади Екатеринбурга. Москве невыгодно рассказывать о том, как она угнетала башкир. Эти исторические моменты она скрывает от нас, а когда об этом говорим мы, то затыкает нам рот. В 2015 году в Национальном музее Башкортостана организовали выставку, посвященную миссии АРА в голодающей Башкирии, но уже на следующий день позвонили из Москвы и заставили закрыть выставку. Эта американская организация АРА организовала помощь продовольствием, продуктами питания и медикаментами в Башкирии во время Голодомора Зур-Аслык 1921 года. Данный голод был создан искусственно в результате так называемой продразверстки, когда коммунисты у башкирского населения забрали все продукты питания, скот, зерно, оставив их на голодную смерть. В 1921 году, по данным историков, голодало 89% населения Башкирской республики, а погибло от голода более 700 тысяч башкир. Именно эта американская организация АРА под руководством полковника Уолтера Белла спасла башкир от полного исчезновения. Оккупационные власти в республике начали запрещать традиционные формы башкирских собраний – йеины, которые проводили башкирские националисты. На таких йеинах актив организаций Кук-Буре и Башкорт поднимал и решал острые вопросы башкирского народа. Власти назвали их собранием экстремистов. Повторилась история XVIII века, когда 11 февраля 1736 года указом императрицы Анны Иоанновны были запрещены башкирские йеины как форма самоуправления башкирского общества. Летом 2023 года в Уфе начали строительство православного храма всех святых на месте древнего города Башкорт, который стоял задолго до Уфы. Премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров, которого привел в правительство лично Ради Хабиров, ранее был судим за групповое изнасилование башкирской девушки. Именно он продвигал идею строительства храма на месте города Башкорт. Делалось это специально, чтобы башкиры утеряли все останки древнего города и не могли обосновать реальное существование древней башкирской столицы. Москве и русскому населению республики выгодно, чтобы основание города Уфы шло именно от прибытия в 1574 году русских стрельцов под командованием воеводы Михаила Нагога, а не от основания башкирами города Башкорт, который на много столетий старше Уфы. Этого и добиваются власти Москвы, чтобы башкиры забыли свою настоящую культуру и историю. Потому что выгодно управлять народом, который оторван от своих корней и использует культуру оккупантов. Сегодня оккупационные власти вовсю вовлекают башкир в празднование православной Пасхи, языческого праздника Масленица, прививают привычку купаться в прорубях на крещение. Им нужно, чтобы башкиры забыли о своей культуре и приняли русскую культуру. В последние годы идет подмена настоящих башкирских народных героев, тех, которые боролись за свободу башкирского народа, за его религию и землю, на тех, кто защищал интересы Москвы и Российской империи.
После того, как Москва сняла Муртазу Рахимова, начались нападки на основателя Первой Башкирской республики Ахмед Заки Валиди. Против него начались выдвигаться ничем не доказанные обвинения в сотрудничестве с Гитлером. Башкирские общественники несколько раз обращались в архивы КГБ и ФСБ с просьбой предоставить доказательства, и каждый раз был ответ, что никакими подобными доказательствами о сотрудничестве Валиди с Гитлером спецслужбы России не обладают. Их просто нет. Но это не волнует врагов башкир. Им надо просто запачкать имя великого башкирского деятеля, побольше вылить на него бездоказательной грязи, а башкиры пусть сами тратят время и силы на доказательства, что это не так. Я же считаю, что для настоящего башкирского националиста вообще не должно иметь никакого значения, сотрудничал Ахмед Заки Валиди с Гитлером или нет. Даже если бы и сотрудничал, хотя это не так, он что, стал бы для нас чужим? Башкиры потеряли бы к нему уважение? Нет. Он не увлечен в преступлениях против человечности, не участвовал в пытках и расстрелах мирных жителей. Наоборот, он посещал лагерь военнопленных, где пытался облегчить жизнь пленным башкирам. Даже если он и пересекался с Гитлером, то явно быстро понял, что с его нацистскими взглядами с ним не может быть никакого союза. Зато русские с 1938 года состояли в союзе с Гитлером вполне официально и на государственном уровне, что закреплено в пакте Молотова-Риббентропа. Совместно занимались оккупациями и проводили совместные парады. У казахского народа есть национальный герой Мустафа Шокай, который также пытался облегчить жизнь своим казахам, находящимся в плену. Даже согласился на создание Туркестанского легиона. Но сделал он это с определенными условиями. Первое. Обучать казахов для подготовки кадров будущего туркестанского государства в учебных заведениях Германии. Второе. Создать из числа своих пленных соотечественников военные формирования, которые должны быть использованы только при подходе к границам Туркестана. Впоследствии он отказался от сотрудничества с нацистской Германией из-за отвратительного отношения немцев к военнопленным из СССР. Скорее всего, Ахмед Заки Валиди сделал для себя такие же выводы после посещения своих земляков в лагерях для военнопленных. Сегодня Мустафе Шокаю стоят памятники в независимом государстве Казахстан. Заки Валиди всегда был дорог башкирам. Тем, что он создал башкирскую государственность современного типа, он был непререкаемым и принципиальным лидером башкирского национального движения и защищал интересы башкирского народа. Таким он и останется на века для башкир. К тому же, как один из главных организаторов басмаческого движения в Туркестане, Ахмед Заки Валиди является для всех тюркских народов героем. Так почему же он для своего народа не должен быть таковым? В последние годы начались нападки на имя национального героя башкирского народа Салавата Юлаева. Его открыто начали называть бандитом и разбойником, который воевал против государственной власти Российской империи. Начались нападки на башкирского героя Алдара Исикеева, Алдар-Батыр. Русские националисты выступили против установки ему памятника в городе Баймак. Тоже не вижу здесь ничего такого, чего башкиры должны были бы стыдиться. Да, каждый из них воевал в свое время против российского государства. Да, захватывали русские крепости, заводы и города. Наоборот, делали все правильно, потому что освобождали башкирские земли от оккупантов. Никто из башкир не приглашал империю строить у нас все это. Наоборот, силой и хитростью башкирские земли захватывались, и на них строились крепости как форпосты и символы имперской власти. И когда некоторые русские начинают возмущаться тем, что мы отдаем дань памяти нашим героям, устанавливаем им памятники, называем в честь них улицы, скверы, библиотеки и даже города, они не понимают, что это наши герои, а не их. Им вообще не должно быть никакого дела до того, кого мы чтим и героизируем. Это наша история, и касается она только нас. В независимом Башкортостане пройдет большая работа по переименованию всех улиц, площадей, населенных пунктов с русских и советских названий на башкирские. Будут снесены все памятники тем, кто боролся против башкирских восстаний и утверждал на наших землях русские порядки. Вместо них будут установлены памятники башкирским деятелям культуры, науки, национальным героям. У нас будут названы улицы в честь Нельсона Манделы, Джохара Дудаева, Алихана Букейханова, Витауса Лансбергеса
и многих других национальных героев, которые принесли свободу своим народам. К сожалению, и признаться с горечью, нынешние республиканские власти, вместо того, чтобы возвращать в общественную память подлинных башкирских героев, все чаще подменяют их фигурами, чья биография связана прежде всего со служением имперскому центру. Так в республике настойчиво возвышают образ советского генерала Минигали Шеймуратова, воевавшего и погибшего за Советский Союз. Одновременно пытаются реанимировать имя Карима Хакимова, известного как Красный Паша, коммуниста, который выступал против башкирского правительства и против лидера башкирского движения Ахмед Заки Валиди. Эти действия начали приносить плоды. Повсюду начали убирать памятники Ахмед Заки Валиди. Памятники нашему башкирскому герою убрали из Санкт-Петербургского университета. В Сибае снесли сквер Ахмед Заки Валиди и убрали его бюст. Недавно под предлогом ремонта убрали бюст Ахмед Заки Валиди в селе Тимясово Баймакского района, а также сняли табличку с его именем в Центральной библиотеке города Уфы. Вместо этого в Уфе и в селе Шеймуратово Кармаскалинского района поставили гигантские памятники советскому генералу Шеймуратову. Сейчас и знаменитый памятник Салавату Юлаеву находится под угрозой. Его сняли с постамента в 2025 году на 2 года, якобы для ремонта. И нет никакой гарантии, что его вернут обратно, потому что российским властям выгодно, чтобы башкиры помнили не своего национального героя Салавата Юлаева, а разных генералов времен Советского Союза. Все это делается с одной целью, чтобы башкиры забыли тех своих героев, которые боролись и отдали свои жизни за свободу башкир. Московским властям невыгодно, чтобы у башкир в героях были такие борцы, чтобы им в республике стояли памятники, чтобы их помнили. При путинском режиме в национальных республиках, в том числе и в Башкортостане, насаждается все русское, как некая наднациональная надстройка с одной единственной целью — создать в России единую русскую нацию и тем самым сделать башкир, саха, татар, чеченцев, бурят и многие другие народы русскими. Это не первый такой эксперимент. Достаточно вспомнить, когда в советское время пытались создать советский народ, а после его краха была попытка создать российский народ. Теперь нам пытаются внушить, что мы не отдельный башкирский народ, мы русские башкиры, которые неразрывно связаны с русским народом и всей Россией. Детям не преподают настоящую историю башкирского народа и утаивают историю борьбы башкир с русскими захватчиками. В учебных заведениях ученикам внушается мысль, что башкиры должны быть благодарны во всем русскому народу, что русский народ им все построил, всему научил и все дал. Внушается выученная беспомощность, что если башкиры вдруг захотят отделиться и жить независимо, то они не смогут и обязательно пропадут. Башкиры, народ, который никогда не пил ничего крепче кумыса, сегодня катастрофическими темпами спивается, теряет свой моральный облик, свои традиции. Пропадает уважение к старшим, что тоже перенимается от русских. Правительство поощряет смешанные браки между башкирами и русскими. Специально выдаются гранты для снятия художественных фильмов, которые популяризируют смешанные браки и ассимиляцию. Таким образом, подменяя башкирскую культуру русской культурой, навязывая нам все то, что так любимо именно русским народом, нам стирают нашу идентичность и постепенно переплавляют нас в единую массу, где башкирам отведена лишь роль строительного материала для сохранения, укрепления и роста русского народа. Башкирам в таком русском мире просто нет места как отдельного народа со своим языком и культурой.